Состязание началось с творческой части. Участники представили свои команды. Каждый старался оригинально рассказать о себе. Жюри оценивали не только креативность отряда, но и их командный дух. Среди участников Амина Горданова, 13-летняя школьница из Центра образования города Магаз. Говорит, что ей интересно изучать правила дорожного движения, поэтому она и вступила в отряд юных инспекторов движения. Вместе со своей командой она приехала на конкурс, чтобы показать свои знания. Мы приехали сюда с нашим отрядом, чтобы выиграть и получить эмоции. Затем школьники перешли выполнять задания на так называемой станции основы безопасности жизнедеятельности. Здесь участникам предстояло показать, насколько хорошо они знают название всех частей велосипеда. Это точно ты дальше видео. Руль 14. Следующим этапом для команд стало знание правил дорожного движения. Все проходило почти как на настоящем экзамене. Школьники показали, что не хуже взрослых разбираются в дорожных знаках, разметке и правилах поведения на дороге. Самым зрелищным этапом конкурса стало фигурное вождение велосипеда. Здесь важно было не только проехать дистанцию, но и не задеть ни одного ограничителя. Перед испытанием для школьников провели небольшую инструкцию. Вы должны сбить вот эту первую планку, вторую при этом не задев. Но при остановке еще заранее вы должны поднять руку. На этом этапе участники показали, насколько хорошо они умеют управлять транспортом. Данный конкурс проводится в целях популяризации дорожного движения, правил дорожного движения, чтобы наше подрастающее поколение учило и знало правила дорожного движения. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей остается тревожной. Именно поэтому так важно с раннего возраста давать школьникам знания о правилах дорожного движения. С начала текущего года на территории Республики Ингушетия зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних детей, в результате которых у нас погиб один ребенок и 27 детей пострадали, получили ранения различной степени тяжести. Именно вот сейчас, когда в летний период, когда дети большее количество времени предоставлены сами себе, у нас учащаются случаи дорожно-транспортных происшествий. И вот такие конкурсы, они сегодня развивают наших детей в области правил дорожного движения, их умений, навыков, знаний. Также на площадке присутствовала мобильная лаборатория безопасности, работающая на базе Центра образования города Магаз. Они уже 3-й год проводят уроки правил дорожного движения для школьников начальных классов. Где бы мы ни были, дети всегда такие любознательные, им все интересно, у них много вопросов. Победители отправятся представлять Ингушетию на всероссийском этапе. Но даже те, кто не занял призовые места, все равно приобрели важный опыт и яркие впечатления. Мария Амбата, Хасан Евлоев, Магаз 24.